вот чем отличается от Кавказа? Тем, что у Крыма более крепкие, далеко идущие исторические корни. Ну что говорить, вот я не хочу обидеть Кавказ, но все-таки там, ну что можно вспомнить? Ну какую-то, так сказать, дачу сталинскую, еще что-то, так сказать, уже в советский период. А до этого, ну, Северный Кавказ, в общем-то, особого исторического следа не оставил. Ну да, конечно, там, но имеется в виду Черноморское побережье, да? Ну что там можно особо найти? А вот у Крыма это совсем другое. Тут столько интереснейших фактов. Мы были вчера на экскурсии, и экскурсовод, например, она сказала, что нет, ну о чем вы говорите, как, мы с татарами там все время воевали, как они могли, так сказать, охранять? Нет, на самом деле охраняли и являлись, по словам даже Николая II, лучшей охраной. И он никогда ее не менял, он не менял крымских татар на других. Вот. Просто они, так сказать, по-разному там назывались, то команда, то полк, вот. Но охранную службу несли только они. И на самом деле это были самые преданные люди короне. Надо знать историю крымско-татарских формирований. У них богатая история. Не зря, так сказать, высоко ценились эти формированиями российскими генералами, главнокомандующими. Во время Крымской войны это было такое сражение, оно проиграно было российскими войсками, сражение у Черной речки. Но начало было весьма оптимистичное, потому что при рекогносцировке лоб в лоб, так сказать, столкнулись два разъезда. Французский кавалерийский и крымско-татарский. И крымцы показали выучку, джигитовку, вот, и смелость. Они буквально как капусту порубили французов, да еще захватили одного офицера и нескольких нижних чинов. За что, кстати, два нижних чина и унтер-офицер получили от России воинские награды. К.Б. Балатуков, он вообще не просто был генералом, он был интеллектуалом. Он знал нескольких языков, кроме крымско-татарского. Он закончил, значит, греческий корпус и великолепно владел греческим языком, французским, русским языком. Это был начитанный интеллектуал, причем генерал со связями, которого ценили все, и не случайно в очень дружеских и близких отношениях с ним был Александр I. И в конце концов он разделял и пообещал, что идея Балатукова о сформировании на национальной основе крымско-татарского лейб-гвардии, подчеркиваю, лейб-гвардии эскадрона, она свершилась. Оказалось только подписать, но вот внезапная смерть Александра I немножко, так сказать, затормозила этот процесс, но не намного. В следующем же году вышел этот приказ уже Николая I, на который он тоже имел влияние. Правда, не прямое, а через своих друзей, товарищей, с которыми прошел пол-Европы. К.Б. Балатуков тоже был российским дворянином. Причем добился этого своими собственными трудами, поскольку ассешский советником был. То есть это, ну, такая ниша, одна из низших ступеней, за которой дается, так сказать, выслуга и заносится имя в книгу российских дворян. Вот.
У него было потом, так сказать, немало заслуг. И, кстати, это был кавалер Георгиевского ордена, кавалер ордена Святого Владимира и кавалер ордена Святой Анны. То есть заслуг было достаточно много, что не говоря уже о зарубежных наградах. Он участвовал со своим формированием, так сказать, Симферопольским конным полком, он участвовал при Бородине, при Тарутине и в зарубежном походе отличился при осаде крепости Данциг. Его воинский вклад в российские успехи был высоко оценен. Он стал самым крупным помещиком в Таврии. Несколько имений, которые он выслужил кровью своей. В основном он жил в Феодосии. Я знаю, что у него было 2 сына и 1 дочь. Вообще эта фигура просто потрясающая. Не у каждого народа найдутся такие герои. Он добился того, что у крымских татар появился свой эскадрон на национальной основе 1984 года. От указа создавать на национальной основе подразделения воинские для желающих добровольно восприять службу в русской армии. Как только вышел приказ, меньше года прошло, К.Б. Балатуков собрал, так сказать, обмундирование, там все решил с этим вопросом, проводил вместе с первым командиром, который был его родным братом Адилем Б.М. Балатуковым, в Питер. Кстати говоря, форма очень красивая была, у них парадная форма, и они с парадной формой были, красные такие пиджаки, так сказать, традиционные для крымских татар, такие, так сказать, кивера такие были, так сказать, традиционные головные уборы, очень красивая форма. Создание эскадрона первый крымско-татарский генерал, точнее генерал-майор К.Б. Балатуков и взял за основу создания Донское и Уральское казачество, точнее войска Донские и Уральские. И практически скопировал, поскольку это ему хорошо было знакомо. Он со своим Симферопольским дивизионом составлял составную часть казачьих формирований во время войны с Францией, Отечественной войны. Он сам был правой рукой атамана Платова и заменял известнейшего казачьего генерала Иловайского. И это говорит о том, что симбиоз между нашими народами дает такие героические фигуры. Они связывают неразрывной цепью наши народы, и в истории которых, так сказать, еще немало достойнейших эпизодов, связанные как с войнами, так и с мирной жизнью. Чем больше будет интерес к этой фигуре К.Б. Балатукова, и от нее потянута ниточка к другим героям. Но, конечно, не каждый год рождались, так сказать, генерал-майоры, которые, как говорится, были на дружеской ноге с императорами и достигли больших успехов не только по военной карьере, но и в жизни. Его уважали, так сказать, он участвовал в мирной жизни. Как сейчас бы сказали, выиграл не одну избирательную кампанию. Россия по заслугам ценила его военный талант, да и другие таланты. И не зря же он был одним из самых богатых, одним из самых преуспевающих помещиков в Таврии.
А кроме того, был знаком, если верить последним изысканиям, так сказать, последним версиям филологов и историков с Александром Сергеевичем Пушкиным. Я, например, это допускаю и почти уверен, что историю, которая была похожа на то, что описано было Пушкиным, ему рассказал именно К.Б. Балатуков. Сохранились сведения, что если бы он не стал военным, то он был бы блестящим дипломатом. Вот, поскольку просто влюблял в себя собеседников, легко устанавливал с ними дружеские контакты. И даже Александр I находился под влиянием этого человека. Он сопровождал его, если был, так сказать, в свите, сопровождал в 1825 году во время приезда в Крым Александра I по всему Крыму и с успехом решил свою главную задачу, от которой отдал половину жизни, а именно идею о создании на национальной основе лейб-гвардии крымско-татарского эскадрона. Это говорит о том, что вот эти традиции, связанные с крымско-татарским народом и его первыми формированиями на службе России, они, в общем, оставили глубокий след. Он окончил греческий корпус. Вы знаете, это в Крыму было на тот момент одно из лучших учебных таких кадетских заведений. И прекрасно говорил, так сказать, на греческом языке, на французском потом, на русском. Это, конечно, был один из самых интеллектуальных генералов и самых начитанных представителей того времени, если иметь в виду знатный род, а у него был знатный род. Вот. Представителей, можно сказать, знати крымско-татарской. О нем сожалели очень много, так сказать, когда узнали о его кончине. Это был любимцем любой компании. Его ближайшие офицеры говорили, что этот человек не унывал в самых таких опасных ситуациях, когда на волоске был от смерти. О его храбрости ходили слухи. Он, кстати говоря, принимал участие во взятии Корфу, острова. Вот кавалерист принимал участие. Я тоже думал, а что он там забыл, почему? Вот. А потом понял, он же знал греческий. И знал блестяще. И такого человека с военным, так сказать, образованием там, конечно, не хватало. И он принес большую пользу. Поэтому, скорее, так сказать, был военным дипломатом к тому же. С одной стороны, это был начитанный, интеллектуальный человек. А с другой стороны, я скажу, что это был достаточно скромный человек. Вот. Он все-таки свои литературные познания, так сказать, довольно скромно оценивал, интеллектуальные. Но как военный он понимал, и к нему, кстати, обращались все слои общества с одной просьбой: пожалуйста, избавьте нас от рекрутской повинности. И эту задачу он решил. Никого, кроме него, по сути, не было с такими дипломатическими талантами человека, который мог решить вот эту задачу, главную на тот момент. Понимаете? И он отдал этому полжизни, когда добился, проводил первые, так сказать, две роты в Санкт-Петербург, из Симферополя, кстати. Вот. И на этом его силы кончились. Считанные месяца оставались ему жить. В октябре этого же года,
1827 он умер. Такая фигура, как Кая Б. Балатуков, она украсит историю любого народа. Любого. И надо гордиться такими генералами, такими людьми с большой буквы. Вот он сделал много для двух родин, для малой родины, для своего крымско-татарского народа и для всей России, которой служил.